Получается, это вот такой брелок в машину. Но мы его сделали в виде якутских лыж. Отделанные мехом лыжи использовались охотниками Саха, чтобы быстрее передвигаться по снегу. Сейчас такую диковинку почти не найти. Стоит повесить такой брелок в авто, и интересный разговор о древней культуре с пассажиром обеспечен. Такой вот якутский амулет, но он получается с секретом тем, что он аромачарон. То есть мы его назвали аромачарон, потому что сюда можно добавить любое аромамасло. То есть дерево впитывает масло и уже, конечно, аромат распространяет. Необычные аромакулоны, диковинные брелоки и десятки других украшений с историей – творение команды ленской художницы Альбины Колбик. Вдохновение она черпает из многовековой культуры Саха. Перенося на бумагу эскиз очередной идеи, думает не только о том, как будет ее воплощать, но и о смыслах, вложенных в украшения. В каждом своя символика. Носительницы красивых кос могут дополнить свой образ вот такими необычными заколками. Крабик с национальным орнаментом не только выглядит необычно, но и несет сакральный смысл, привлекает удачу и защищает от сглаза. Альбина создает украшения не просто так. Ее главное желание – распространить культуру Якутии за ее пределами. В работах используют эпоксидную смолу, лазер, исконные народные ремесла вроде резьбы по дереву, а также традиционные элементы костюмов Саха – конский волос и мех. Каждый раз ты смотришь, чем бы усовершенствовать это изделие, чтобы оно было максимально прочным и максимально легким. Потому что якутские украшения, они очень тяжелые, и для повседневной жизни они, конечно, не подходят. А наши изделия, они легкие, из дерева, и несут как бы наш вот смысл, якутский колорит. Эти серьги – дань фате якутской невесты. Такое делали из шкур животного, чтобы лицо красавицы не обветрилось по дороге до поселения жениха. Покрытие было сплошным, оставляли лишь прорези для глаз и украшалось вышивкой и орнаментами. Прототип якутских очков. То есть ранее это самые первые солнечные очки на самом деле. Ты защищен от солнца и от метели. Благодаря таким очкам, получается, мы воссоздали вот такой интересный сувенир. Получается, он тоже идет в машину как оберег. Следовать канонам якутской культуры помогают библиотечные фонды и многочисленные советники, признанные знатоки. Разговоры с ними также служат источником вдохновения. Этот симбиоз и рождает бижутерию, которой можно дополнить повседневный образ и внести вклад в сохранение культуры одного из народов, живущих в России. Украшения Альбины популяризируют культуру народа Саха благодаря современной подаче. Альбина в своих работах передает глубину, эстетику, мифологию и символизм якутского этноса. Ну и познакомиться с ее работами можно будет у нас на Ночи в музее. Узнать больше о каждом украшении, пообщаться с автором коллекции и просто с пользой провести время можно в Ленском историко-краеведческом музее 17 мая. Работа художника и деятельность музейного сотрудника, несомненно, отличаются. Но цель у них общая – не дать наследию прошлого бесследно раствориться в потоке времени. Анна Ильчук, Олег Соснин, медиакомпания «Алмазный край».